в эфире новости. Перед микрофоном расселись Макар Марковкин и Степан Сундуков. Здрасте. И для города, и для волости передаем последние новости. Международные новости. Американский конгрессмен Дан Рарабакер предложил дать возможность президенту России раз в год выступать перед американскими гражданами, а президенту США перед россиянами. Я, может быть, сейчас скажу слова, которые редко встречаются в одном предложении, но американский конгрессмен подал здравую мысль. По мнению Рарабакера, необходимо соглашение, которое позволяло бы раз в год по федеральному телевидению выступать президенту России с получасовым обращением к американскому народу, а американскому президенту с получасовым обращением к российскому. Опасно это. Путин же будет правду говорить. Не ровен час президентом США изберут. Российские новости. Зампредседателя правления пенсионного фонда Николай Козлов заявил, что пенсии россиян составляют в среднем 38% от их бывшего дохода. Прям гордость берет за наших пенсионеров. Это ж надо уметь выживать на 38% от того, чего не хватало даже когда работали. Козлов отметил, цитирую, по мировым стандартам это немало. Международная организация труда предусматривает, что 40% это более или менее норматив. Ну, хлеб с водой – это в принципе тоже более или менее питание. По словам Козлова, аналогичный показатель в ЕС составляет 60-70%. Но там он обеспечивается благодаря дополнительным видам пенсионного обеспечения, в том числе накопительной системе. То есть вот почему в России накопительную систему заморозили, чтобы хоть чем-то отличаться от Европы. Козлов проценты объявляет из-за трибуны вышедший. У нас, увы, пенсионеры живут как в фильме «Выживший». Живут как в фильме «Выживший». Ну вот и все. Что будет дальше? Потом расскажут новости.